Божья церковь – это церковь любви. Прежде чем мы начнем что-то делать, я верю, одна из вещей, которая должна быть четко прописана у нас, это наши ценности, наше видение, в чем мы двигаемся. И вы знаете, так принято в многих мирских, светских организациях, крупных корпорациях. Все везде понимают, что должны быть какие-то ценности прописаны, ставят миссия, видение. Я верю, что миссия церкви в глобальном понимании – это то призвание, то великое поручение, которое дал нам наш Господь Иисус Христос. Идите и проповедуйте. Научите, делайте учеников. Это то, к чему мы призваны. Матфея, 26 глава, там можно почитать об этом. Мы призваны прежде всего приводить людей ко Христу. И не просто приводить, но делать из них учеников, чтобы их жизнь менялась, чтобы она менялась к лучшему. Аминь. В этом миссия церкви вообще. Но видение и ценности, они бывают от общины к общине все-таки разные. Я верю, что одна из самых величайших ценностей, которая всегда была в нашей церкви, которая есть и которая должна остаться, это любовь. Потому что без любви мы вообще ничто. И, собственно, проповедь, наверное, сегодня будет, я надеюсь, она будет в том числе об этом. Но прежде всего я хочу прочитать вам место Писания из Римлянам 16 глава, с 1 по 16 стих. Вы знаете, что в Римлянам всего 16 глав, послание к римлянам, то есть это апостол Павел писал верующим в городе Рим. Поэтому написано римлянам. Тогда была Римская империя, это столица огроменной империи. Это как Москва. В России слабое подобие, так скажем. То есть Рим, где были бани, где были блага цивилизации, где мечтал жить любой гражданин империи и не граждане тоже, как и у нас, в принципе, все тянутся в Москву. То есть такой пылесос, который все засасывает. И послание к римлянам, оно написано таким изысканным языком, потому что люди были образованные, в отличие от других посланий, например. Всего 16 глав, и вот 16 глава, последняя, которая заканчивается, немножко странная, я всегда ее как бы пропускал. Почему? Потому что там очень много имен перечислено, и вот все старые библейские имена всегда навеивали на меня тоску. Особенно, когда ты не знаешь, как произносить правильно. Я до сих пор не знаю, может быть, многое произношение имен. Если я буду ошибаться, а я буду ошибаться, ну просто будьте снисходительны. Хорошо? Итак, Римлянам 16 глава с 1 по 16 стих. Павел заканчивает свое послание, он все там расписал, многие важные вещи для церкви. И потом он пишет: «Представляю вам Фиву, нашу сестру по вере, служительницу церкви в Кенхреях. Примите ее для Господа так, как подобает святым, и окажите ей помощь во всем, в чем она будет нуждаться. Она сама многим оказала помощь, в том числе и мне. Передавайте привет Прискиле и Акиле, моим сотрудникам во Христе Иисусе. Они ради меня рисковали своей жизнью, и им благодарен не только я, но и все церкви из язычников. Привет церкви, которая собирается в их доме. Привет моему дорогому другу Епинету, первому, кто уверовал во Христа в провинции Азия. Привет Марии, которая так усердно потрудилась для вас. Привет Андронику и Юнию, моим соплеменникам, которые были вместе со мной в заключении. Они занимают особое место среди апостолов и до меня еще уверовали во Христа. Привет Амплиату, которого я так люблю, как брата по вере в Господа. Привет Урбану, нашему сотруднику во Христе, и привет моему дорогому другу Стахию. Привет Апеллесу, испытанному христианину. Привет всем домашним Аристовула. Привет Иродиону, моему соплеменнику. Привет тем домашним Наркиса, которые принадлежат Господу. Привет Трифене и Трифосе, женщинам, усердно трудящимся для Господа. Привет дорогой Персиде, также усердно трудящейся для Господа. Привет Руфу, избранному в Господе, и его матери, которая стала матерью и мне. Привет Асинкриту, Флегонту, Ерму, Патрову, Ермии и братьям, которые с ними. Привет Филологу и Юлии
Нирию и его сестре, а также Олимпу и всем святым с ними. Интересное место Писания. Знаешь, если ты христианин, если ты верующий, ты являешься частью церкви. Аминь. В какой-то момент своего служения Иисус сказал своим ученикам, что одной из целей Его прихода на эту землю было что? Построить церковь, создать церковь мою. Вы помните, когда Он спрашивал учеников, говорит, за кого вы меня почитаете? Когда они говорили, что в народе там разные про тебя слухи ходят. Одни говорят, что ты там Илия, другие говорят там еще. Он говорит, а вы за кого меня почитаете? И Петр единственный ему ответил, что ты Христос, Бога живого. После этого Петр говорит, это Матфея 16 глава, 18 стих. И я говорю тебе, ты Петр, или это камень, или скала, да, и на этой скале я построю мою церковь. Но мы верим, что не на Петре он построит, в то, как верят католики, да, что он. Но вот на этом откровении, которое у него было, что вот на этом откровении, на этой скале, что ты сказал, что я Христос, Сын Бога Живого, я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее. Но я хочу подчеркнуть, что он сказал, построю мою церковь. Церковь Его. И в послании Ефесянам говорится, что церковь была настолько важна для Иисуса. Ефесянам там 5 глава, 25 стих. И Он самого себя отдал за нее. Вы знаете, Он пришел для того, чтобы умереть за церковь. За тебя и за меня. Также в Библии постоянно говорится, что церковь это что? Это кто? Невеста Христова. И этот библейский термин, он призван объяснить нам, и людям, которые тогда жили, и сейчас, понять любовь Христа к своей церкви. Как муж любит жену, когда он обещает ей, когда они венчаются, когда они женятся во время церемонии бракосочетания. Он говорит, вот так Христос возлюбил церковь. И в Ефесянам говорится, что Иисус отдал себя за нее, Он свою жизнь отдал за нее. И я еще раз хочу внести четкие понятия. Может быть, кто-то недавно в церкви, и чтобы мы с терминами определились. Что такое церковь? Вообще, в Новом Завете используется греческое слово «экклесия». Вы знаете, экклесия – это было собрание. Собрание достойных людей в городе, например, называлось экклесия. То есть церковь – это что? Это вы. Это люди. Просто с годами, к чему я это говорю? С годами в нашем менталитете часто церковь ассоциируется со зданием. То есть церковь – это храм. Например, православная церковь, храм там, да, православный храм. Или ему говорят, пойдем в церковь. Я тоже так иногда говорю, то есть подразумевается здание. Одно из значений. Но прежде всего, то есть в Библии это просто вот как молитвенный дом. Часто называют многие евангельские христиане, более корректное название, наверное, но я хочу, чтобы все понимали, что церковь – это люди. Аминь. И можно вот слайдик сделать, смотрите. Церковь – это никогда не место, а всегда люди. Следующий слайдик, можно? И там дальше. Никогда не священное здание, но всегда собрание верующих. И следующий. Церковь – это вы, молящиеся, а не то место, где вы молитесь. Строение из кирпича или из мрамора, какое бы величественное оно ни было, но оно не может быть церковью, не является церковью больше, чем, знаете, это как сравнение, если привести, как вот одежда, которую ты носишь, она является тобой. Да, она в какой-то мере отражает, мы все знаем пословицу, по одежке встречают, но человек, он гораздо ценнее, чем что-то внешнее. Короче говоря, Иисус не умер за здание, за любое, ни за какой храм. Он умер за тебя. Он умер за меня, Он умер за людей.
и людей тех, которые принимают Его прощение на Его условиях. Они и составляют церковь. Аминь. Вы согласны со мной? Слава Богу. Вы знаете, что интересно вот в этом вот отрывке, который мы сегодня прочитали? Я посчитал, вот в этой 16 главе Римлянам упоминается 28 человек. 28. И это не считая, вот мы прочитали только 15 стихов, а он там дальше еще продолжается, там еще есть 8 имен. Итого будет 36 человек во всей 16 главе. Всего 16 глав. Одна 16 вот этого послания, она посвящена упоминанию людей по именам. Передай привет Марии, передай привет Наталье, и вот там братьям всем, и так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете, вот по многим стандартам, тем более по современным, большинство из упомянутых людей, они не очень важны. Что я имею в виду? Вы знаете, там есть несколько людей, которые, вот, например, 3 стих там упоминается Прискила и Акила. Они несколько раз упоминаются в Библии, и большинство христиан слышали о них. Далее там есть Руфа, который упоминается там вот в 13 стихе, и большинство богословов считают, что он был одним из сыновей Симона из Кирены. Это тот человек, который нес крест Христа, когда его вели на распятие на Голгофу. И то есть, когда в Евангелиях говорится об этом, да, например, Евангелие от Марка, 15 глава, там 21 стих сможете прочитать, там говорится, что он был отцом Руфа и Александра. То есть, вполне возможно, что это был тот самый Руф. То есть, это место указывает, что 2 его сына были хорошо известны христианской общине в то время, когда это было написано. В 5 стихе еще один человек, Эпинет. Чем он знаменит? Он был как первый верующий в провинции Малая Азия. Это территория современной Турции, полуостров, если там это, где находится город Эфес. Сейчас развалины его. И в стихе 7 Андроник и Юния. Знаменитости, потому что он говорит, что Павел пишет: мои родственники, мои соплеменники. То есть люди были родственниками Павла, что само по себе привлекает внимание. И там дальше он пишет, что они выдающиеся среди апостолов. Есть пояснение этого местописания. То есть они были известны среди всех апостолов. Вот эти 2 человека. Но помимо вот этих, кого я перечислил, 28 человек, они больше нигде не упоминаются. Вообще. Про них ничего не известно нам. Я никогда не читал их имен где-либо в других местах Библии. Нет никаких известных историй о их великих достижениях, великой вере. Но Павел, мы помним, да, что все Писание, оно что? Богодухновенно. Все, что написано в Библии, я верю, что это Святой Дух поместил туда. И поместил с определенной целью, с какой-то. И Павел перечисляет каждого из них по имени. То есть Бог хотел, чтобы их имена, они были там. О чем нам это говорит? Вы знаете, во-первых, это говорит мне о том, что Бог хочет, чтобы ты знал. Можно слайдик следующий? Бог знает твое имя. Бог знает тебя по имени. Бог знал по имени каждого члена Римской церкви. И Бог всегда знал каждого человека по именам. Вы знаете, еще в Ветхом Завете пророк Наум провозгласил. Давайте, книга пророка Наума, 1 глава, 7 стих. «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». Он знает тех людей, которые надеются на Него. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 3 стих. «Но кто любит Бога, тот познан им». Иисус сказал в Иоанна 10 глава 14 стих. Он про себя говорит. «Я хороший пастух». В синодальном переводе там пастор, да? «Я знаю своих, а они знают меня».
Он говорит, я знаю своих. Я хочу вам рассказать такую историю, привести пример. Одна женщина делилась, как она училась сестринскому делу в медицинском колледже. И она говорит, что однажды какой-то предмет был, и у них тест по предмету. И она говорит, я хорошо училась, и говорит, быстренько пробежала, там много времени не потребовалось, ответила на все вопросы, и последний вопрос в тесте. Как зовут уборщицу, которая убирается в колледже? Я, говорит, подвисла. В смысле? Прикол какой-то или, я, говорит, видела эту женщину, высокая женщина за 50, видела, как она убирается, но я, говорит, понятия не имела, как ее зовут. Я пропустила этот вопрос, тест сдала, она такая, знаете, синдром отличника. У нее всегда все было хорошо, всегда все сделано. И тут кто-то из класса задает вопрос преподавателю, что этот последний вопрос влияет на итоговую оценку? На что преподаватель говорит, конечно, он же в тесте. И дальше он поясняет, что в своей карьере вы встретите много людей, и они все значимы. Они заслуживают вашего внимания и заботы, даже если вы все, что можете сделать, это просто им улыбнуться и поздороваться. И знаете, она потом говорит, уже взрослая женщина, она говорит, я этот урок запомнила на всю свою жизнь. И также я запомнила, что ее зовут Наталья. Вы знаете, в послании к римлянам, вот то, что мы прочитали, 16 глава, говорится, что у Бога не было вообще никогда такой проблемы. Он знал каждого верующего в церкви Рима по именам. Бог знал имена всех жителей Рима. Я тебе хочу сказать, что Бог знает твое имя. Вот именно твое, покажи вот так. Бог знает тебя по имени. И знаешь почему? Потому что ты важен для Него. Для Бога нет неважных людей. Я уже тороплюсь. Да, следующий слайд. Это вторая вещь, которая подводит меня вот на следующую мысль. Зачем перечислять этих 28 людей в этой главе? Для Бога нет неважных людей. Вы знаете, когда Иисус, Он избрал своих 12 учеников, которых мы сейчас называем апостолами, и тогда их называли апостолами. Вы знаете, что большинство из них были необразованные работяги. Несколько человек были простыми, обыкновенными рыбаками с мозолистыми руками, которые постоянно торчали на воде, ловили рыбу, в свободное время чинили лодки, сети, чистили сети. Один из учеников был сборщиком налогов. И помните, мы много говорим об этом. Все ненавидели тогда в Иудее сборщиков налогов, потому что это были коллаборанты, которые сотрудничали с оккупационными властями, то есть с Римской империей, работали на оккупантов. Именно поэтому их ненавидели. Один из учеников, помните, Симон Зелот, то есть есть разные версии, почему, но была такая экстремистская группа современным языком, инагенты. То есть они, не суть политическая партия, зелоты, которые хотели добиться вот именно освобождения. Но суть в чем, что я хочу сказать. Если бы я выбирал учеников для своих последователей, для создания религии, церкви, я бы никогда не выбрал таких людей. Большинство из них никаких талантов, обыкновенные работяги пару слов связать не могут. Не слишком впечатляющие люди. Но вы знаете, с другой стороны, можно слайд? На Бога обычно не производят особого впечатления впечатляющие люди. Чем больше ты веришь, тем больше ты убеждаешься. Нам, людям, свойственно покупаться на всякие внешние признаки и атрибуты успешности. Есть в миру определенные вещи, одежда, машины, благосостояние, может быть.
в христианском мире тоже уже, знаете, там есть какие-то определенные вещи, по которым судят об успешности чего-то. Но Бога не трогают вообще родословные, дипломы, положение в обществе. Бога вообще абсолютно не поражает, сколько человек жертвует по воскресеньям. Интересная такая статья была давно уже. Это еще была печатная версия христианского журнала. Сейчас даже и обыкновенных журналов уже почти не осталось. Ну, печатных имеется в виду, светских, не говоря уже про христианские. Но однажды я прочитал такую статью, и я вам просто сейчас пример приведу. И, как бы, знаете, там такой, вы должны понимать, что это сарказм, сразу предупрежу, может быть, у кого-то плохо с юмором. Суть была в том, что Бог несовершенен, было написано. Вы знаете, у Бога нет слуха. У него настолько низкий уровень слуха, что он думает, что фальшиво поющий мальчик про «ты маленькая овечка», «ой, я маленькая овечка, и я иду за ним», и когда он поет фальшиво, для него это так же ценно, как если кто-то поет поставленным сопрано. Для него звучит так же прекрасно. Бог не умеет считать. Если бы он умел считать, он бы не принимал 5 рублей у дошкольника с такой же радостью, как у бизнесмена, который жертвует 100 тысяч. Бог не может сосредоточиться. Он слушает миллионы молитв одновременно, вместо того, чтобы сосредоточиться на молитвах известных проповедников или важных церковных лидеров. У Бога слабое зрение. Он не видит нас такими, какие мы есть на самом деле, но продолжает нас видеть такими, какими мы могли бы быть. То есть в чем суть, что эта статья, она говорила? Вы знаете, высокопоставленные и могущественные люди этого мира – это не те люди, которые производят впечатление на Бога. Вы знаете, на него производят впечатление те, кто являются активными членами его церкви. Те, кто почитает его и чтит своей жизнью. Можно следующий слайд? Люди, которые важны для Бога, это те, кто отдает ему свою жизнь. И вот их имена он упоминает. И это подводит меня вот к третьей мысли, которую я усвоил из послания к Римлянам, 16 глава. Можно слайд? Бог не упоминал имен тех, кто просто сидел в церкви. Бог не тратил чернила на людей, которые просто появлялись. Я поясню, Бог не спас тебя и меня для того, чтобы мы просто сидели, сложа руки, и ждали, когда нас будут кормить с ложечки. Но Он спас тебя и меня для того, чтобы мы научились кормить других и заботиться о них. Он спас нас, чтобы у нас была цель в жизни, чтобы наша жизнь, она обрела смысл. Я тебе скажу, если у тебя смысл твоей жизни в том, чтобы загребать все себе и делать свою жизнь лучше и комфортнее, смотрите, это хорошо, заботиться о себе, не поймите меня неправильно. Мы призваны к этому и заботиться о своих и близких. Но, как вот у этой женщины, вы знаете, человек обретает настоящее счастье, когда он заботится о ком-то, когда он нужен кому-то, когда он делает что-то для кого-то. Вы знаете, люди, упомянутые здесь, в Римлянам 16 глава, они были работяги. Я вам несколько примеров сейчас приведу из того, что мы читали. Вот давайте еще раз. 16 глава, вот 3-4 стих, то, что мы уже прочитали. «Передавайте привет Прискиле и Акиле», смотрите, «моим сотрудникам во Христе Иисусе. Они ради меня рисковали своей жизнью, и я им благодарен. Им благодарен не только я, но и все церкви из язычников». Дальше еще, внимание. «Привет церкви, которая собирается в их доме». То есть в Риме, видимо, несколько было домашних церквей,
То есть вот в их доме, в частности, себя, они предоставляли еще и свой дом для того, чтобы церковь там собиралась. 6 стих. «Привет Марии, которая так усердно потрудилась для вас». 12 стих. «Привет Трифене и Трифосе, женщинам усердным, трудящимся для Господа». «Привет, дорогой Персиде, также усердно трудящийся для Господа». Мы видим, что люди что-то делали, а некоторые из них, они проводили у себя церковные собрания. Можно сказать, что это были люди, стержень общины, стержень церкви. Эти люди усердно трудились для Господа, и поэтому Бог почтил их, назвав их имена на веки вечные. Так что прошло больше 2000 лет, и мы можем их читать. Навсегда записал их в Библию. Знаете, что интересно? Насколько я могу судить, в этом списке не упоминается ни один проповедник. Может быть, за исключением Акилы. Мы знаем, что он ходил там и проповедовал, но помимо него нет никаких выдающихся учителей Библии, старейшин. С чего бы это? Вы знаете почему? Можно следующий слайд? Я искренне верю, что церковь – это не про знаменитых учителей и проповедников. Вы знаете, людям свойственно создавать себе кумиров, так скажем, смотреть на людей. И часто, когда человек, он падает, такой лидер, а людям свойственно ошибаться, вы знаете, все ошибаются, часто приходит разочарование. Поэтому нужно смотреть на Христа. Он единственный, совершенный, кто не ошибается. Аминь. Поэтому я верю, что церковь – это не про знаменитых учителей и проповедниках. Дело не во влиятельных старейшинах или там диаконах, или еще каких-то значительных людей. Церковь, настоящая церковь, истинная церковь, состоит из людей, которые не беспокоятся о власти и о положении. Церковь состоит из людей, которым не нужен титул для того, чтобы служить для Бога. Вы понимаете? Вот такие люди именно делают Божью церковь настоящей церковью. Вопрос, что же такого делали эти люди в Риме для Бога? Наверное, у них не было там медиаслужения, молодежек, еще чего-то. Как-то, наверное, попроще все было. Но возможно, они учили детей, малышей, потому что им была дорога их вера, и они хотели передать ее своим детям. Проводили библейские занятия, собрания у себя дома, в других местах. Вероятно, проводили много времени в молитве, рассказывали об Иисусе. Но это была лишь часть того, что они делали. Я думаю, что, знаете, вот что важно также в том числе, и хотя все говорят, что церковь не должна замыкаться сама на себе, это да, я согласен, но я думаю, что была одна важная вещь, которая привлекла внимание Бога. Вы знаете, они заботились друг о друге. Библия говорит нам, что главным желанием Бога для церкви было, чтобы... Давайте я слайдики посмотрим. Я просто выписал, мы не будем для экономии времени читать вообще все места, но можно дальше слайды подряд идут. Я думаю, что для Бога важно, чтобы мы любили друг друга. Вот места Писания, где можно посмотреть. Это прямо дословно я выписал. Иоанна 3, 23, 4, 7, 4, 11. Дальше. Стремитесь оказывать уважение друг другу. Живите в согласии друг с другом. Не будьте больше судить друг друга. Принимайте друг друга. Дальше говорит, что можете учить друг друга. Служите друг другу. Будьте добры друг к другу. Проявляйте сострадание. Прощайте друг друга. Ободряйте друг друга. Будьте гостеприимны друг к другу.
Вы знаете, христиане, которые активно стремились делать все это друг для друга, это вот те люди, чьи имена были упомянуты в 16 главе. Коротко, одной фразой, если все это объединить, можно сказать, что любите друг друга. Вы согласны? Я верю искренне, что прежде всего церковь должна быть местом любви. Все остальное вообще вторично. И часто церкви упускают это, ставят какие-то грандиозные цели и планы и стремятся к чему-то, и забывают то, к чему мы на самом деле призваны. И идут по людям, обижают кого-то, пренебрегают кем-то, оскорбляют кого-то. Но я верю, что церковь должна быть местом любви. И вы помните, у меня были проповеди на эту тему. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. Помните, было две самых важных заповеди в Ветхом Завете. Иисуса спрашивали, учителя закона говорили: «Учитель, какие самые важные заповеди?» Он говорил, что первая заповедь, цитировал Ветхий Завет: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всем разумением твоим». И написано, вторая важная, равная ей заповедь: возлюби ближнего своего, как самого себя. Но потом здесь, в Иоанна 13 главе, Иисус, Он заменил ее и сказал: заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. И потом следующий стих, 35, здесь Он сразу говорит: потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Это важно, вы согласны? И вы знаете, слава Богу, у нас, я верю, что у нас всегда это было. Мы стараемся всеми силами это хранить. И почему я сейчас об этом говорю? Потому что много людей присоединяется, кто-то новые. Но я верю, чтобы мы, вот это одна из наших ценностей, одно из наших видений. Наша церковь – это церковь любви. Я хочу, чтобы все, что мы делаем, что мы будем делать, какие бы мы цели ни строили, мы всегда это помнили. И все наши поступки и наши дальнейшие цели, они будут проистекать из этого, что церковь – это церковь любви. Это то место, где мы даем любовь людям. И если то, что ты делаешь, оно как-то расходится с этим, что как-то нет в этом любви, может быть, оно и не стоит того, чтобы это делать. Я хочу остановиться сегодня еще на одной вещи. Может быть, уже и не стоит. Мы должны в час закончить или нет? Или плюс-минус 5-10 минут еще? Хорошо, давайте я быстро пройдусь. Еще одна вещь. В принципе, на этом уже, наверное. Я хочу, чтобы вы эту мысль прямо... Наша церковь – это церковь любви. Но еще одна вещь. Вы знаете, если посмотреть на термины, которые были, и часто слова, они меняют значение. Давайте мы посмотрим то, что мы читали, когда Павел говорит о Фиве, про женщину он говорил. Он пишет: «Примите ее для Господа так, как подобает святым». Как подобает святым. Кто такой святой? Если ты христианин, если ты принял Иисуса Христа как своего Господа, ты святой. Это одно из имен, которые Бог дал своему народу. И в те дни. Давайте я вам приведу просто несколько примеров. Деяния, 9 глава, 32 стих. Петр, посещая город за городом, решил навестить и святых, живущих в Лидии. Павел пишет, 2 Коринфянам, 1 глава, 1 стих, приветствие. «От Павла по воле Бога, апостола Иисуса Христа, и от брата Тимофея, церкви Божией в Коринфе, и всем святым в Ахаии». И то же самое он пишет во многих других посланиях, Ефесянам, Колоссянам. Он везде приветствует. И приветствует всех святых. Он приветствует так церковь. И в Римлянам, то, что мы
главу читали, но 1 глава, 7 стих, он пишет. «Я обращаюсь ко всем тем римлянам, которых Бог полюбил и призвал быть Его святыми». Твое имя, оно не попало бы в этот список в 16 главе Римлянам, если бы ты не был святым. Потому что если ты не святой, ты просто не христианин, ты не веришь в Христа. Почему людей смущает вот эта фраза, что все христиане являются святыми? Вы знаете, это из-за практики, которая сложилась исторически в католической церкви, в православной церкви, причислять к лику святых только избранных людей. Протестанты, евангельские христиане, мы отвергаем такую традицию. Она не библейская. Но вы знаете, и католики, и православные, у них есть определенные требования, чтобы причислить человека к лику святых. И многие из этих требований не попадают под то, что требует Бог. Вы знаете, одно из требований у католиков и у православных – это то, что человек должен быть мертв. К лику святых причисляет только после смерти. Вы знаете, точно так же нельзя для Бога стать святым, если ты не умер для греховной жизни. Об этом говорится в послании Римлянам, 6 глава, 37 стих. Быстро прочитаю. «Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, были крещены в Его смерть? Мы при крещении были погребены с Ним в смерть, чтобы жить в новой жизнью. Как и Христос был воскрешен из мертвых славою Отца. Если мы соединились с Ним подобием Его смерти, то будем соединены и подобием Его воскресения. Мы знаем, что наша прежняя греховная природа была распята с Ним для того, чтобы упразднить греховное тело и чтобы мы не были более рабами греху. Ведь умерший освобожден от греха. Мы умерли для старой жизни, для греховной жизни. Чтобы стать святым, ты должен умереть. В этом смысле. А когда ты умираешь, ты что с этим делаешь, если что-то умирает? Ты это хоронишь, да? Если ты умер для своих грехов и был похоронен, крещение у нас, водная могила, мы погружаемся, символизируем смерть, и потом мы воскресаем. И когда тебя подняли из воды, ты святой. Кто-нибудь скажет аминь? И второе требование, вы знаете, кандидат на католическую или православную святость, причисление к лику святых, он должен быть причастен к каким-то чудесам. В православии называется чудотворение, то есть он творил какие-то чудеса, либо он после смерти, там чудеса какие-то происходят с его мощами там, или с какими-то вещами. Но вы знаете, если ты христианин, присутствуешь здесь сегодня, это относится и к тебе. Тебе были обещаны особые чудеса, которых не может дать ни одна другая религия. И эти чудеса были обещаны тебе и первым людям, которые стали христианами в день Пятидесятницы. Давайте посмотрим во 2 главе Деяний апостолов. Там Петр проповедовал, и они были обличаемы, и все, когда он говорит, это был Мессия, кого вы распяли, он говорил про Христа. И они закричали в ужасе: братья, что же нам делать, что нам делать? И он им отвечает, 38 стих, 2:38. «Покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого Духа». Согласно этому месту Писания, первым чудом, произошедшим после вашего крещения, было полное прощение всех грехов. В одно мгновение Бог избавил тебя от всякого стыда и от всякой вины. Бог Отец больше этого не видит. Этих грехов для Него больше не существует. Бог забрал их и похоронил на глубине. Никогда больше этого не вспомнит. И это чудо. Потому что это просто по благодати, не потому что ты такой хороший. И второе чудо состоит в том, что Бог дал дар Святого Духа. Когда вы стали христианином, Бог поместил самого себя внутрь тебя. Посмотрим 1 Коринфянам, 6 глава, 19-20.
Разве вы не знаете, что ваше тело – это храм Святого Духа, который живет в вас и которого вы получили от Бога? Вы уже не принадлежите самим себе, потому что вы были куплены дорогою ценою. Поэтому прославьте Бога в ваших телах. И вы знаете, одно из требований католический православный святой, он должен быть отделен от всех остальных. То есть не просто верующие, вот у них отдельная группа. Но на самом деле это то, что означает слово «святой» вообще изначально. Вы помните, вот когда это на иврите слово «кадош», те приборы, которые были для использования в храме, они были святые. В каком смысле? Они были отделены для Бога. В этом заключалась их святость. Ты не мог их использовать в повседневном жизни, в употреблении. Чаша была только для того, чтобы делать богослужение пред Богом. Это святыня, кадош. В этом смысле ты отделенный для Бога. Ты святой. В этом святость твоя. Ты Божий. Вот сейчас посмотрите, если вот там медиакоманда сидит, они отделены от зала. Вот это вот как кадош, святые. В этом смысле. Но Библия говорит мне, что в тот момент, когда мы становимся христианами, Бог отделяет нас от всех остальных людей. Понимаете? Мы отделены. И в этом смысле вот слово «освящение», оно также... Давайте я вам прочитаю 1 Коринфянам, 6 глава, 11 стих. «А некоторые из вас», там в предыдущих стихах идет длинное перечисление всех грешников, кто не попадет на небо. Прелюбодеи, убийцы там, и так далее, и так далее. И потом дальше в 11 стихе он пишет. «А некоторые из вас именно такими и были. Но вы были омыты, освящены и оправданы Духом нашего Бога во имя Господа Иисуса Христа». И это потому, что Бог осветил вас. Он отделил вас. И вы стали благословлены Его прощением. И Он принял вас в свою семью, в церковь. И еще раз, в Его церкви нет неважных людей. В Его церкви Он знает твое имя. В Его церкви Он дает тебе возможность изменить окружающий мир к лучшему. И Его церковь – это церковь любви. Аминь. Давайте поднимемся.